В течение года к нам обратились более 100 женщин. Мы им дали какую помощь? В виде консультации, в виде правовой юридической помощи. Мы дали им бесплатную юридическую помощь. Наши адвокаты, наши юристы приступали к их делу, и, можно сказать, почти все дела были выигрышные. Женщины, которые обратились, это женщины, которые пострадали от семейного насилия, которых избивали, которых насиловали, которым это было не только физическое, но и экономическое, и психологическое давление со стороны семьи. В основном, конечно, они страдали от мужей. Но сюда и причастны, как говорится, и хайнанежки, и хайнаташки, родственники мужа, родители. В основном они говорили, что ты не такая, ты нам не нравишься, наш сын не должен был жениться на тебе. Но если женились, уже есть дети, надо дальше как-то жить с этим. Женщины в основном терпели. Что удивительно, они терпели. Когда я спрашиваю, зачем вы терпели, ну ради детей. Потом, говорит, несколько раз уходила, но возвращали ее родителей, ее родственники. Бывало, что с его стороны приходили, и надо жить ради детей. Но потом, через некоторое время, опять это насилие продолжалось. За это время они успевали родить еще детей. Странно, что женщины, когда спрашивали, зачем, как вы смогли найти нас, и вы смогли обратиться. Была бегущая строка, кто-то подсказал. Видела передачу, видела номера, которые высвечивались, вот запомнила. И вот такие женщины обратились к нам. Конечно, мы оказали им помощь, но когда начинаешь спрашивать, почему так поздно, а я, говорит, не знала. И мои родители там не в состоянии, если я, говорит, вернусь, как я буду жить, работы нету, дети маленькие. Говорю, а если тебя вот покалечат сильно, что ты вообще не можешь встать, а если тебя убьют, тогда как? Неужели надо было доводить? Вот дело в том, что женщины не знают своих прав. И всегда они думают, что я не смогу получить помощь, кто будет со мной решать эти проблемы, никто. Тем более, если родители говорят, иди живи, терпи, мы терпели, и ты тоже так. Потерпи, ничего, подрастут дети. Но дети растут, насилие продолжается. Были женщины, которые говорили, что они прожили 30 лет, 40 лет. Вы представляете, это уже их дети сами стали семейные, и в то же время насилие продолжается. Но продолжается и насилие у их детей, потому что они другой жизни не видели. И модель семьи, которая какая она должна быть, нормальная, хорошая, со всеми нормами, как говорится, они эту модель не видели. И их модель семьи, она вот построена на том, в котором они жили, и, естественно, дети продолжают жить с такой же моделью. Я задавала эти вопросы, естественно, к женщинам, которые обратились. Он же, наверное, не сразу, с первых же дней, как поженились, начал избивать. Во многих случаях буквально через месяц, есть такие случаи, через полгода, через год. Особенно, когда родился ребенок, когда была беременна. Это избиения продолжались. И я, говорит, любила этого человека, если вот они познакомились, дружили и женились. И, говорит, верила, что вот-вот это случайность, и сорвался. Через некоторое время он перестанет. Вот родится ребенок, тем более перестанет. Ну вот она рассказывала, что у нее родилась девочка. И она подумала, что из-за девочки, за то, что дочка родилась, наверное, из-за этого продолжает он избивать. Через год она рожает сына. Но насилие не прекратилось, избиения не прекратились, издевательства не прекратились. Я говорю, ну и что дальше? Она за это время успевает еще 2 родить, то есть уже 4 детей. Я говорю, надо было терпеть, а сейчас вот хорошо как-то умудрилась. Вот мне подсказали люди. Она сбежала. Когда ее избивали, она сумела каким-то образом убежать. И вот там соседи, знакомые, подруги подсказали, надо идти туда, вот иди, получай помощь. Ну, хотя бы так, хотя бы так. И вот когда сталкиваешься с такими историями, я понимаю, что у нас правовой нигилизм на нуле. Вообще никакого понятия о том, что есть права,
о том, что их могут защитить. Слушая эти истории, мы всегда говорим, что у нас правовой нигилизм, он вообще отсутствует. Нету понятия о том, что их могут защитить, что у них есть права, что они могут обратиться в правоохранительные органы, соответствующие, в конце концов, неправительственные организации, которые помогают таким женщинам, и они всегда получат помощь. Есть государственная юридическая помощь, бесплатная, что можно туда обратиться. В любом случае, в таком случае, всегда можно найти помощь, можно, как говорится, обратиться. Вот цепочка за цепочкой, она где-то там обязательно проявится, куда можно обратиться. Но этого же женщины не делают. Вот они сидят, терпеть 30-40 лет издевательства, когда уже внуки пошли, да, уже внуки взрослые. Но это, нонсенс, честно говоря. И до сих пор, говорит, вот так вот он издевается. Мне стыдно, говорит, перед сватами, перед зятем, перед килинкой, да. Зачем терпеть? А потом, когда они узнают, что есть такая помощь, вот одна женщина сказала, я случайно увидела бегущую строку, и там было, говорит, если будет насилие, вы, пожалуйста, обращайтесь. И вот она обратилась, горячая линия, да. Я говорю, хорошо, что ты догадалась. Она просто запомнила этот номер, а потом, когда очередное избиение, она решила позвонить. Я всегда спрашиваю, когда к нам женщины обращаются, как ты могла выйти на нас, через кого, через что. Поэтому, мне кажется, еще нужно больше передач по вот этим вот темам. У нас, когда есть резонанс, случилось что-то такое, да, в интернете появилось, СМИ, там все начали об этом писать. И вот тогда только телевидение обращает на это внимание, приходят они, взяли пару интервью, провели какую-то передачу и дальше все. Но, может быть, это на регулярной основе, ежемесячно, еженедельно, может быть, это проводить, для того, чтобы вот это вот отложилось у этих женщин, когда-нибудь обязательно ухнется, и они обязательно будут обращаться. Я всегда говорю, что нужно это все начинать не только с семьи, это надо начинать, да, из семьи, это из садика, это со школы. В школе, когда уже дети подрастают, уже 7-й, 8-й класс, это нужно не проводить, вот один раз провели, да, и все. Надо ежемесячно, ежегодно проводить вот эти вот лекции о том, что вот абсолютно девушки не знают, которые вышли замуж, не знают о том, что обязательно нужно регистрировать брак. Вот был такой случай, они уже живут, по-моему, лет 10-15, брак не регистрирован, дети уже растут. Я говорю, почему? А я, говорит, все хотела зарегистрировать, просила мужа, давай пойдем в ЗАГС. Один раз пошли, он забыл, значит, паспорт. Потом говорит, что у него паспорт в залоге. Потом говорит, некогда. А в конце концов сказал, у нас же НИКЕ есть, хватит. Но НИКЕ же у нас на юридические силы не имеет же, поэтому как тут вот приложить то, что у нее было НИКЕ, и потом, значит, развод. И, естественно, вот рассказать, если о разводе, женщина ничего не получает. Стараются все, вот они вместе, например, выехали в Россию, куда-то за рубеж, вместе зарабатывали эти деньги, купили дом. И этот дом, квартиру оформляют на родителей мужа, на брата мужа, на сестру мужа, на родственников. И женщина остается ни с чем. Или строит дом, она тоже вложила. Если она напрямую не зарабатывала, она кормила этих строителей, она обстирывала семью, готовила и так далее. Она участвовала в этом. И потом ей говорят, а ты здесь не участвовал, ты не зарабатывал, ты ни копейки не вложил. А ее труд, он вообще обесценен. И никаким образом получается, что она в этом не участвовала. И, естественно, опять же, дом переписали на родителей, на родственников мужа. И она говорит, если ты, естественно, они там у них есть разборки идут, говорит, ты при разводе ничего не получишь. Мало того, я и детей у тебя отберу, потому что у тебя нету ни дома, ни квартиры, ты остаешься ни с чем. Поэтому детей я могу запросто отобрать, а тебя выгнать на улицу. Встречное дело – это вот беда.
каким-то образом убалтывают эту женщину, чтобы обязательно она забрала заявление. Начинает давить на то, что вот если ты его посадишь, то детям будет потом плохо, потому что они не могут уже на высокие должности рекомендовать себя, потому что отец был в тюрьме, вот, был наказан и так далее. Поэтому надо думать о детях. Буквально вчера мне позвонила женщина и говорит, что ее сестру на протяжении многих лет совместной жизни муж избивает. Последний раз избил так, что еле-еле она поднялась. Подали они заявление. До этого, говорит, она подавала. И все время было встречное заявление. Ее уговаривали, убалтывали, и она забирает. А в этот раз, говорю, как вы собираетесь? В этот раз мы, говорит, решительно. Опять, говорит, ну, сестра-то не может постоянно быть с ней. И вот она говорит, я не с ней. И они, говорит, опять приходят и говорят, вот то, что я сказала. А ребенку-то всего 2,5 года, оказывается. Всего 2,5 года, говорит, вот ребенок вырастет, что будет? Он не может потом на должности претендовать. Почему же тогда, если они думают о ребенке, да, вот он не может потом в будущем хорошую должность иметь, почему бы не поговорить со своим братом, там, сыном, сказать, ты не избивай, почему ты это делаешь? И это же не первый раз происходит, оказывается. Ну, странные вещи происходят, да, когда говорят, вот, и из-за детей, за будущее детей ты должна, значит, забрать встречное заявление. Что и было, например, с Асель, которая случилась вот эта вот беда, тоже она несколько раз ее отговаривали, и вот она говорили, что ее не будут трогать, и она, естественно, встречное заявление, но потом, оказывается, опять же, он делал свои дела, продолжал эти вещи делать. Это бич, это беда. Женщинам, которые к нам приходили, да, некоторые писали встречное заявление, но в основном получилось, что с хорошим исходом, да. Мы, так как уже муж знает, что у нее есть адвокат, мы же предоставили адвоката, вот это вот она имела силу, влияние на мужа, он уже понял, уже начинает по-другому действовать. Ну, буквально я встретила одну, вчера вечером я встретила одну из наших, так сказать, кто обратился. Она говорит, спасибо, она очень благодарила, говорит, наконец-то решила. Но это было страшное дело, честно говоря. Муж, который вот нанял 3, 4, 5 адвокатов и против нее вот эти вот дела все проворачивал. В конце концов он проиграл и говорит, я говорю, ты спрашивала, вот зачем все эти вещи он делал? Те деньги, которые он потратил не на один, а на 5, на 3 адвокатов, лучше бы он, наверное, отдал бы детям эти деньги. Она говорит, ну, говорит, откуда я знала? Это, говорит, меня вот так вот сказали, что я выиграю дело. Встречное дело, как я сказала, это вещь, и все думают, и вот женщины идут на уговор, их уговаривают, убалтывают, и они забирают заявление, а потом опять же повторяется это все. И они думают, это, наверное, уже как бы моя судьба, ну, я так и оставлю. Вот это вот встречное заявление, это пишется, потому что там совершилось преступление. Не зря же это заявление она пишет. Поэтому, каким бы дело ни было, какой бы исход ни был, пускай решает суд. Суд решает примирить их, если она там говорит, что ладно, я там поживу и как бы согласна, но если нет, а ведь и тяжкие преступления, опять же, да, изнасилование тяжкое, убийство, опять же, пишут это встречную, это вообще, честно говоря, это нонсенс, это нельзя так оставлять. Поэтому из всех законов, там, где прописано о том, что встречное заявление как бы принимается и оно имеет силу, надо убирать. Это неправильно. Вот. И то, что вот я как раз вначале сказала, вот эти вещи о всех законах, на что имеет право, не только право, но и обязанности, надо это в школе читать лекции, проводить тренинги, семинары, и чтобы вот это билось в голову, и чтобы они в дальнейшем могли использовать эти вещи. И молодой парень, и молодая девушка, которые хотят создать семью, чтобы знали они, что эти вещи наказуемы. Существует еще такое мнение, когда женщина избита, когда изнасилована, что вот она сама виновата. Естественно, родственники, в основном это сторона мужа, начинают говорить о том, что вот ты, если бы это не делала, то он бы как бы это не сказал. Он пришел, ты бы промолчала. Но, видимо, это все накопилось, почему она должна молчать, почему она должна все это терпеть. И когда
когда она немножко открыла рот, как говорится, она же не избила его, она не убила его. Она просто стала противостоять ему, давать отпор. А это не нравится ни ему, ни ее родственникам. Надо терпеть. Почему она должна терпеть? И быть виноватой в этом. Вот если ты не сказал, и он бы как бы тебя не избил. Но всему приходит конец, она тоже живой человек, она не должна это терпеть, она должна давать отпор. И хорошо, что она дает отпор, хорошо, если женщина это делает. Вот. Поэтому считать, что женщина во всем виновата, я думаю, это неправильно. С чего-то же началось, если они поженились, женились, дружили, любили друг друга, да, потом куда это все делось-то? Женщина одна к нам обратилась, говорит, мы 7 лет дружили, и только через 7 лет мы решили пожениться. И он через месяц, говорит, начал избивать. Я, говорит, его не узнала, думаю, ну, это как бы случайность, потому что он, оказывается, попал в аварию, и думаю, ну, наверное, из-за этого вот у него проблемы с головой, и вот, наверное, сорвался. Ну, это целый год продолжалось. Беременная ее избивал. У нее были дети от первого мужа, их он избивал. Так что вот терпеть это как бы только из-за того, что они любили друг друга. Ну, а где это, куда эта любовь делась?